В первую очередь необходимо, я думаю, запустить те сферы деятельности, где задействованы, значит, наше население с однодневным заработком. Это, наверное, стройки, это станции технического обслуживания, это вулканизации, это такси, но еще раз хотел сказать, со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, не более 2 человек не более 2 пассажиров в одной машине, значит, своевременная обработка, ношение масок, соблюдение дистанции. Но при этом еще раз хотел сказать, что если в случае нарушения, значит, данных норм будут применяться все нормы законодательства в самой строгой форме. Да, мы можем рассмотреть данный вопрос, но при одном условии, что если кризисные центры будут соблюдать значит, соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, именно в связи с тем, что там будет определенное скопление людей. Благодарность журналисту Алымбаеву Нурису. Благодаря его активной гражданской позиции был выявлен факт сбыта поддельных пропусков от комендатуры и справок о занятости. Совместно я с Алымбаевым Нурисом, сотрудники органов внутренних дел, был задержан гражданин БЭ 90-го года, который продавал поддельные пропуски по 1500 сомов. Дорогие кыргызстанцы, от всего сердца поздравляю с началом священного месяца Орозо. Этот месяц сплачивает не только мусульман, но и весь народ Кыргызстана. К сожалению, нынешняя обстановка в стране не позволяет быть рядом с друзьями и со всеми родственниками в эти дни, где безопасность сейчас очень важна. Будьте дома и берегите себя.